Владелица салона красоты подумала, что заполучила богатого клиента, а в итоге сама осталась без денег. Мошенники разработали новую схему обогащения за счет доверчивых бизнесменов. В какие предновогодние сказки коммерсантам не стоит верить, расскажет Наталья Алексеенко. Новая схема мошенничества проста. В салон красоты или парикмахерскую звонит неизвестный, представляется работником отдела кадров крупного регионального предприятия. Говорит, к новогодним праздникам хочет заказать, к примеру, 300 сертификатов, подарки для сотрудниц. Просит привезти карточки в офис. Владелец салона в предвкушении прибыли берет сертификаты и едет навстречу. Тут раздается еще один звонок от заказчика, который просит по пути положить ему денег на телефон и обещает при встрече сразу же рассчитаться. Предприниматель легко соглашается на эти условия. Он уже потерял бдительность, потому что думает лишь о том, какую удачную сделку сейчас провернет. Положив деньги на мобильный счет, хозяин салона приезжает в офис по указанному адресу, а там ему говорят, мол, мы ничего не заказывали. Таким образом, уже есть пострадавшие в Кандалакше. Владелец парикмахерской положила на счет злоумышленников 5000 рублей. В Оленегорске зафиксировано 2 случая. Сотрудницы салонов красоты положили на счет злоумышленников около 13 тысяч рублей. Полицейские настоятельно советуют предпринимателям быть внимательными и не поддаваться на провокации изобретательных телефонных мошенников. В конце концов, владельцы салонов красоты в бизнесе не первый год. И так запросто расставаться со своими кровными как минимум непрофессионально.